Руки пианисток порхают по клавишам, словно бабочки, и ни одной фальшивой ноты. Они постигают чарующий мир музыки, демонстрируя свой талант искушенным зрителям. Произведения Валерия Гаврилина, Дина Хидирова и Роза Мамилова исполнили на первом международном конкурсе композиторов и пианистов имени Баха, который проходил в заочном формате. Воспитанницы Аллы Макаровой выступили в номинации «Инструментальное творчество». Мы играли Гаврилина, часики и марш. И больше мы, наверное, работали над маршем, потому что он более подвижный, такой шустрый. И подбирали мы произведения так. Вообще, чаще всего нам подбирает учитель. Игра в 4 руки. Этот дуэт – пример любопытной гармонии партнеров, думающих и чувствующих по-разному. Нежная и чувственная природа пианизма Розы уравновесилась в дуэте решительной хваткой Дины. Нам очень нравится работать в дуэте, потому что дуэт переводится как вместе, вдвоем. Но в дуэте работа сложнее, потому что каждый человек, первая партия, вторая партия должна слушать первую партию, и они должны вместе играть. Чтобы добиться такого созвучия, девочки репетировали по несколько часов в день, и результат не заставил себя ждать. В их копилке заслуженное первое место. Я узнала о том, что мы выиграли первое место. Я очень сильно обрадовалась. Вообще, мы с Диной рассчитывали на успех, но все равно, когда ты узнаешь, что выиграл первое место, это очень приятно и удивительно. Радостно тоже. Еще один тандем и еще одна победа. На этот раз музыканты выступали уже в очном формате в первом международном многожанровом фестивале-конкурсе искусств «Золотой орел». За право быть лучшими они боролись с более 100 исполнителями из разных уголков страны. Дина Хидирова играет еще и на гитаре. В этот раз не в дуэте выступал Элберт Куркиев. Любовь к музыке и талант передался мальчику от родителей. Онлайн там можно переписать это, а там вышел, сыграл, и волнение есть. Руки потные после этого бывают всегда. А какое произведение вы сыграли? Испанский танец. Нам очень понравилось играть на конкурсе. Было большое волнение, потому что мы впервые участвовали на очном конкурсе. Не только гитаристы и пианисты, но и скрипачи. Гран-при «Золотого орла» заслужила Ясмина Тутаева. Музыкой она занимается порядка 9 лет. Выступление мне понравилось, но я поняла, где мне надо подработать, где надо больше работать. И с детства учат, что музыканту нельзя просто так играть. Каждый раз надо отдавать себя на сцене. И это было первое выступление у меня за весь год, потому что до этого я не выступала по обстоятельствам своим. Из-за этого волнение у меня немного победило, из-за этого не очень прям на максимум выступила. Успех юных музыкантов – результат работы педагогов, а главное – любовь к творчеству и несомненный талант воспитанников, говорят в студии искусств. Вообще все дети, в принципе, выложились на полную, показали все свои силы, все, что они могли. Не сказать, что мы сразу узнали об этом. У нас обычно, если мы знаем о каких-то конкурсах, которые не проходят здесь, то не совсем сразу узнаем о них, но у нас всегда есть какие-то архивы, то есть у нас есть произведения, которые мы очень долго готовим, поэтому у нас всегда есть что, в принципе, показать. То есть если нас попросить куда-нибудь выложиться, мы сразу готовы. На отдых после триумфа у ребят нет времени. Уже в декабре у юных музыкантов намечается очередной конкурс «Наши надежды». Ребята уже начали готовиться. Тамара Хашагульгова, Ахмед Горбаков, Новости 24.